О чем мы поговорим ближайшие полчаса. Ну, во-первых, да, можно поздравить крымскую газету «Авдет» с юбилеем. 30 лет ей исполнилось 15 июля. Вот в связи с этим мы поговорим и о том, как сейчас живет эта газета, какую роль она сыграла в борьбе крымско-татарского народа за возвращение на свою историческую землю и становление крымско-татарского народа на крымской земле. Вот об этом мы поговорим. Поговорим о том, что в принципе происходит с медиапространством Крыма последние 6 лет, как оно изменилось, и могут ли сейчас, вот уже спустя 6 лет после операции по захвату Крыма и расчистке информационного пространства, могут ли те средства массовой информации, которые работают в Крыму, удовлетворить информационные потребности, да, крымского общества? Об этом мы тоже поговорим в течение нашего эфира. Если у вас есть мнение на этот счет, если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, вы можете задавать их в комментариях под нашей трансляцией. Кроме того, вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас в соседней России, тоже можете дозвониться к нам по этому номеру. Звонки на него бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Ну, давайте начнем. На сайте самой газеты «Авдет» есть подборка интересных фактов об истории этого издания. И вот там, в частности, указано, что одним из первых верстальщиков и корректоров этой газеты был молодой крымско-татарский активист Ильми Умеров, который буквально медицинским скальпелем вырезал и наклеивал на бумагу колонки, мельчайшие буковки, чтобы исправить ошибки в тексте. Мы позвонили Ильми Умерову и попросили рассказать, как создавалась газета «Авдет», какую роль она сыграла в деле возвращения и становления крымских татар на родной земле. Давайте послушаем. Период активности крымско-татарского национального движения пришелся на последние годы существования СССР. Очень активный был 87-88 годы, началось возвращение, и мы национальное движение решили тоже структурировать. Провели съезд, назвали Организация крымско-татарского национального движения, и следующая идея появилась, что должен быть какой-то печатный орган. Вот с 89 до середины 90-го вынашивали эту идею. Во время обсуждений думали, как ее назвать. Вспоминали все названия, которые были в довоенном Крыму, в том числе красные названия, ну, в смысле советские. Но остановились на «Авдет». «Авдет» обозначает возвращение на родину. Первый номер мы собрали материал, и на базе газеты «Экспресс-хроника» в Москве у Александра Подробинника в редакции создали макет первого номера. И издавали в Риге, потому что в Крыму или поблизости было нереально в то время издавать большим тиражом какие-либо печатные издания. Очень большую роль сыграла газета в период подготовки к Курултаю. Второй Курултай крымско-татарского народа, который в 1991 году состоялся, практически активисты, которые были в оргкомитете, неделями жили у меня дома, и на базе редакции, точнее в самой редакции находясь, составляли все проекты документов, которые впоследствии были приняты или не были приняты. Роль этой газеты я оцениваю как очень важную. Где-то на протяжении 2 лет она была центром крымско-татарского национального движения. Я считаю, что она сыграла очень большую роль в возвращении, обустройстве, потому что это был период активного возвращения. Массово ехали люди, и у них был хотя бы один источник правды, правдивой информации. Это была газета «Авдет». Мы ее издавали довольно большим тиражом, 10 тысяч, и расходилось почти никогда, лишних экземпляров не оставалось. Поэтому я когда говорил, что 2 года «Авдет» был центром национального движения, это не преувеличение, это на самом деле так. Итак, это были слова Ильми Умерова, тогда еще во время создания газеты «Авдет» молодого крымско-татарского активиста. Сейчас он заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Мы продолжаем разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Из Крыма к нам можно дозвониться по этому номеру. И перед тем, как мы начнем беседу с гостем нашего эфира, мы примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Доброе утро, Сергей Макрушин и все слушатели радио «Кремляне» на 648 кГц. Это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, маленькая реплика по третьей теме, поскольку я сейчас дозвонился, а вы будете
обсуждать в конце программы, то просто одно хочу сказать. Украине надо больше укреплять свои войска и готовиться, что будет очень трудно, как Муздабаев сказал. Вот просто единственное, что хотелось бы сказать. Что касается по теме, ну, во-первых, хочу добавить, вот, во-первых, и газету хочу поздравить, да, это очень важно, то, что ребята и делали, и делают. А хочу еще добавить, скоро будет на средних волнах висеть тоже крымская татарская радиостанция, и «Мир», или «Эльмир», как-то так она вот называется. Так что Украина более-менее не забывает. Но меня что интересует, какой у меня вопрос. А какие вообще сейчас есть в Крыму независимые радиостанции? Если есть только или радиостанции, или газеты, или, не знаю, телеканалы вот откуда-то долетают. Потому что я после аннексии с 2014 года, как наши негодяи аннексировали Крым, я как-то в Крым не ездил. Я все только знаю через вашу радиостанцию на 648 кГц, ну, через радио НВ, вот такие вот. А что вообще в самом Крыму? Меня вот это интересует. Спасибо, вам, Александр. Да, и вам, и Екатерине Кречу, удачи. Спасибо за ваш вопрос. Обязательно мы раскроем эту тему в течение нашей программы. Поговорим и об этом, о том, что из себя сейчас представляет информационное поле в Крыму. Ну что ж, спасибо еще за поздравления, которые вы адресовали газете «Авдет». Сейчас я их и передам. С нами на связи Шевкет Кайбула, главный редактор газеты «Авдет», который на этом посту уже находится очень долгое время. Шевкет, доброе утро. Здравствуйте. Ну, с юбилеем газету «Авдет» разрешите поздравить. Вот и наши слушатели передали тоже поздравления. Давайте поговорим о том, как живет газета сейчас. Расскажите о том, ну, во-первых, да, мы понимаем, что сейчас сокращен тираж газеты, да, если Ильми Умеров говорил, что начинала выходить 30 лет назад газета «Авдет» тиражом в 10 тысяч экземпляров, несмотря на все сложности, да, получалось это делать, несмотря на то, что и тираж печатался в Риге, то сейчас газета издается тиражом в 999 экземпляров, есть онлайн-версия. Вот расскажите об этом, в каком формате сейчас существует газета, на какие темы пишет газета «Авдет» сегодня? Да, хорошо, спасибо за вопросы. Конечно, мы стараемся охватить широкий аспект общественно-политической и культурной жизни татарского общества. Иногда одна тема, один материал почти охватывает весь номер. Где у нас присутствует и аналитика, и некие рассуждения, полемические вопросы мы ставим, посвященные вот одной теме. Это вот мы новые такие вот методы вводим сейчас. Такой метод позволяет сейчас нам найти аудиторию, которая использует наш материал в своей практике. Это в первую очередь учителя и студенты. Молодежи нравится читать и радоваться за успехи своих соотечественников. Этой теме тоже мы много времени уделяем, много мест. И, конечно, новости из разных сфер повседневной жизни. Крыма, крымских татар и в целом, в общем-то, касающихся нашей темы. Мы много материалов пишем о литературе и искусстве, ну и научно-популярные статьи тоже публикуем. Мы, как газета, бумажная его версия, конечно, ограничены в тираже. Но вы понимаете, это не то, что мы так сами решили. И основную часть своей деятельности мы перенесли на онлайн, на интернет-версию нашей газеты. Мы выходим на 3 языках. На русском, на татарском и на английском. Это нам позволяет, конечно, охватить очень большую аудиторию. Ну и об этом говорит и те письма, которые мы получаем из разных стран. Как ваша аудитория, извините, что я перебиваю, как ваша аудитория адаптируется под те изменения, да, которые происходят с вашим изданием, ну, вот в связи с тем, что, да, тираж 999 экземпляров, но его можно читать в сети интернет, на сайте выкладываются номера. Аудитория адаптируется под это? Читает ли газету в сети интернет? Конечно.
Ну, вы все знаете о непростой ситуации, в которой оказалась газета после 2014 года. Мы значительно нам сократили тираж. Конечно, основная деятельность мы перенесли в онлайн. Это нам позволило, конечно, расширить наш читательский корпус. 999 экземпляров регулярно получают в Крыму. За ним к нам в редакцию приходят люди с разных регионов Крыма, сел, городов. Это нас очень радует. И, конечно, где-то до 8 тысяч, 8,5 тысяч людей нас ежедневно читают в интернет-версии нашей газеты. Конечно, мы стараемся идти в ногу со временем, используем все возможности, мы публикуем и видеоматериалы, готовим инфографики, и тексты, онлайн-тексты. Конечно, ведем активное общение с читателем во всех доступных и популярных социальных сетях. Аудитория более-менее расширяется. Нас читают во многих странах. Это, конечно, радует. Особенно в тех странах, где есть диаспора татарского народа. Но, скажу так, очень скромный ресурс газеты нам пока не дает воплотить весь потенциал, который она имеет. И, конечно, наша аудитория рассчитана в первую очередь и на молодежь. Мы стараемся адаптировать и нашу газету к молодежи, и молодежь к нам. Сейчас такая вот ситуация. Перед тем, как начать беседу с вами, мы слушали комментарий Ильми Умерова, который также стоял у истоков создания газеты «Авдет», и он говорил о том, что эта газета сыграла очень важную роль вот в деле возвращения крымских татар на родную землю. Очень важная роль была перед проведением второго Курултая крымско-татарского народа. И можете ли вы сказать, вот спустя 30 лет, какой сейчас остается или является функция газеты «Авдет»? Очевидно, что интерес к ней не утрачен, если на обратную связь выходят читатели, они сами регулярно становятся главными героями ваших публикаций. Расскажите о том, какую сейчас функцию выполняет газета «Авдет». Да, наша газета хранит хронологически, фиксирует те события и фиксирует те события, которые происходят в крымтатарской среде и вообще-то в Крыму. И не только в Крыму, а в всем мире, в Украине и в России также. И сейчас мы придерживаемся этой линии, стараемся охватить и хронологически зафиксировать все эти события, и имея мероприятия, которые очень важны для нашего народа. Оно продолжается, и поэтому оно еще не просто газета, которая новости печатает или какие-то еще темы, но она еще по ней можно, конечно, написать не одну диссертацию. Мы продолжаем эту линию, которую мы в самых первых номерах газеты «Авдет» начиналась. Благодарю. Да, продолжайте, извините. Да, это, конечно, что касается вот этой стороны нашей газеты. Другая сторона, мы еще и проводим практические мероприятия, которые ознакомливают не только наши материалы или наших героев с остальными, но и, конечно, мы оказываем определенное содействие тем людям, которые хотели бы нам показать свое творчество, о своих чаяниях, мыслях довести до широкого круга людей. Мы для них тоже являемся площадкой не просто в газетной формате, но и такой в практическом формате. Благодарю вас за беседу. Да, вы не досказали что-то. Пожалуйста, продолжайте. Нет, конечно, в принципе, мы на эту тему могли бы, конечно, немного разговаривать.
и беседовать. Но, конечно, хотелось бы, что и наши коллеги, которые имеют более такой свободный доступ к информационному полю, часто бы с нами также и выходили на связь, и мы бы с ними тоже бы беседовали бы и на наших полосах газеты, и на ваших тоже. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Шевкет Кайбула, главный редактор газеты «Авдет». Действительно, говорить об истории издания, да, тем более издания, которое отмечает 30-летний юбилей, можно долго, потому что всегда это довольно-таки увлекательная история, потому что, вот некоторые факты я уже рассказал. У нас спрашивают зрители под нашей трансляцией в YouTube, спрашивают, где достать такую интересную газету. На сайте avdet.org вы можете без проблем прочитать эту газету. Почему 999 экземпляров сейчас выходит в тираж? Есть эта информация, вот в том числе и на сайте газеты «Авдет», где собраны интересные факты о ней. Вот что сказано. В 2014 году издание было обвинено в публикации так называемых экстремистских материалов, не получило российской регистрации, поэтому сегодня издается сокращенным тиражом 999 экземпляров, что не запрещено российским законодательством, но в такой конфигурации, да, нет права распространения по почте. И в связи с этим было принято решение выкладывать номера газеты в онлайн. Так, что нам еще пишут? Ладно, я продолжу разговор. Вы, если хотите задать вопрос, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма. Звонки на этот номер бесплатны. С материковой части Украины к нам тоже можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Продолжаем мы разговор. Ну что ж, расширим мы сейчас тематику нашего разговора. Поговорим о тех изданиях, которые не смогли удержаться в Крыму после 2014 года. А мы помним эту ситуацию, когда в 2014 году одномоментно с силовым захватом Крымского полуострова было фактически зачищено информационное пространство, да, была прекращена трансляция украинских телеканалов на территории Крымского полуострова, было фактически запрещено распространение украинских печатных изданий, некоторых крымских печатных изданий также было распространение запрещено. В частности, известная газета «События» подверглась тоже вот такому запрету. Ее просто запретили продавать в киосках Крым Союз Печати. Поговорим мы сейчас с Андреем Щекуном, главным редактором газеты «Крымская Светлыця», издание, которое тоже имеет довольно-таки долгую крымскую историю, но сейчас вынужденно работает на материковой части Украины. Андрей, доброе утро. Доброго ранку. Расскажите несколько слов о том, как живет Кримська Світлиця сейчас. Кримська Світлиця, ж пам'ятаєте, була заснована в 1992 році, і в 2014 році, в принципі, така ж доля спіткала і Кримської Світлиці, коли фактично було розірвано договір оренди приміщення, де знаходилася редакція, і практично прийшли люди від так званої самооборони і сказали працівникам Кримської Світлиці, що у вас там буквально 2-3 дня на виселення. Ось. І крім цього, зразу ж Союздрук і Укрпошта розірвали договори поставки газети Кримської Світлиці до передплатників по Криму. Так як це вони писали, що змінилося законодавство на Російську Федерацію і так далі. Це місцеві Укрпошта і місцеві Союздрук, які розповсюджували газету «Кримська Світлиця» в кіосках. Я хотел бы напомнить, что тогда, вот если я говорил о газете «События», просто знаю хорошо эту ситуацию, тогда было письмо прямо вот от Сергея Шувайникова, который работал тогда в парламенте Крыма, в Союз Печать, о том, что распространение газеты «События» является нежелательным на территории Крымского полуострова. И после этого действительно перестали эту газету распространять. Я напомню, что беседуем мы с Андреем Щекуном, главным редактором газеты «Крымська Світлиця». Андрей, расскажите о том, как живет издание сейчас. Я так понимаю, что распространяется оно по подписке, в том числе на материковой части Украины. А вот как в Крым доставляете газету читателям?
Да, я хотів би ще згадати, що якраз в 2014 році ми теж отримали, редакція отримала листи від Союздруку і державного підприємства «Преса». На той момент вже фактично вони переорієнтовувалися по російському законодавству, і офіційні у нас листи збереглися, що вони розривають договір з доставки газети і договір з продажі газети «Кримська світлиця», тому що вступили нове законодавство. Тобто фактично газета «Кримська світлиця» в юридичному плані призупинила свою діяльність в Автономній Республіці Крим і в період окупації. На сьогоднішній день газета в 2016 році тільки відновила свій друкований варіант виходу газети. І знову ж таки, тому що була політична воля редакції, і мої зусилля, якраз я тоді очолював, був директором державного підприємства Національне газетно-журнальне видавництво, яке було видавцем цієї газети, а засновником Міністерства культури України. І з 2016 року газета регулярно виходила щотижнево, накладом 1000 примірників до 2019 року. У зв'язку з законом України, який був прийнятий в 2016 ще році, з 2019 року газети, всі друковані засоби масової інформації, засновниками яких є державні органи влади, повинні були здійснити реформування, і фактично засновники державні органи влади вийшли із засновників і співзасновників, в тому числі це в нашому випадку це Міністерство культури України, і газета повинна прийняти, трудовий колектив редакції повинен був прийняти рішення, чи вони будуть далі видавати газету, чи фактично газета ліквідовується. Ось. Тому трудовий колектив редакції прийняв рішення, що вони газету будемо далі видавати, але вже своїми зусиллями, без підтримки держави і без фінансування бюджетних коштів, які нам були до 2019 року. І газета в даний момент з 2019 року виходить, але вона виходить уже в 2 рази менше, тобто вона виходить 2 рази на місяць, накладом 1000 примірників. На сьогоднішній день ми врегулювали в 2020 році повністю вихід, стабілізували вихід газети в зв'язку з такою кризисною ситуацією. Газета виходить. На сьогоднішній день ми вже вступили передплату 2020 року на друге півріччя. Тобто найближчими днями наші читачі отримують вже 13-й номер газеты «Крымская светлица» цього року. Расскажите, пожалуйста, коротко о главных темах, которые вы поднимаете на страницах вашего издания, и несколько слов об обратной реакции. Связываются ли с вами читатели, прежде всего, из Крыма, и что они вам пишут? По-перше, ми в газеті редакція досить часто здійснює моніторинг, що відбувається в Автономній Республіці Крим і Севастополі, тобто фактично на наших тимчасово окупованих територіях. І ми дуже багато приділяємо уваги висвітлюванню інформації, що відбувається там, а саме як відбувається мілітаризація, наприклад, в сфері освіти, як в релігійному питанні здійснюють фактично пропаганду і насильницьке таке прив'язування православна церква, Українська православна церква Московського патріархату діяльність. Ми спостерігаємо ті речі, які відбуваються в сфері освіти, культури. Ми це все висвітлюємо на наших сторінках. Більш того, також ми висвітлюємо на наших сторінках і діяльність державних органів влади по відношенню деокупації і реінтеграції Криму. Дуже активно ми пишемо ці матеріали. Більш того, на сьогоднішній день газета «Кримська світлиця» у нас стала фактично таким рупором для створення нових площадок онлайн. Наприклад, буквально, якщо ви нещодавно бачили, ми в червні місяці презентували онлайн-проект сайту «Крим – це Україна». Це в Києві. І потім в липні місяці ми презентували цей проект в Херсоні. Фактично, завдяки Херсонській обласної державної адміністрації та Державної служби архівів України разом з Кримською світлицею ми цей сайт фактично зробили. І близько 200 вже статей на цьому сайті є з газети «Кримської світлиці», які виходили з 2016 року по 2020 рік. На сьогодні, буквально в 11-й годині в Українському кризовому центрі ми будемо презентувати ще одну онлайн-площадку – це «Голос Криму. Культура». Це спільний проєкт редакції газети «Кримська світлиця» та редакції сайту «Голос Криму».
де ми піднімаємо питання культурної спадщини в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь і спостерігаємо і моніторимо ту ситуацію, яка відбувається в період окупації. І ми, якщо пам'ятаєте, разом з редакцією «Кримська світлиця» ми в минулому році презентували журнал «Пам'ятки України. Національна спадщина», де здійснили повністю такий виклад аналітичного характеру з моніторингу сучасного стану культурної спадщини в Криму. І ці документи ми задокументували, що відбувається з Ханським палацем, що відбувається з перлиною ЮНЕСКО, це Херсонесом нашим, що відбувається з Судацькою фортецею, що відбувається з іншими історичними пам'ятками культурної спадщини в Криму, і як її країна-агресор знищує на сьогоднішній день. Чому картини Айвазовського попадають в Ермітаж, фактично. І благодаря цій діяльності редакція «Кримська світлиця» сьогодні ще несе таку місію документування фактажів, моніторингу і передачі правоохоронним органам тої діяльності незаконної, яка здійснює Російська Федерація на тимчасово окупованій території Кримського півострову. Тому Кримська світлиця активно, і редакція в повному складі активно сьогодні, скажімо так, бореться за повернення Криму. На своїх сторінках ми це все висвітлюємо. І хочу ще нагадати, що редакція «Кримська світлиця» в 2017 році отримана вільна ліцензія, де у Вікіпедії ми маємо вільний простір. Що це означає? Ми там викладаємо всі формати PDF нашої газети, де читач може в Криму, от ви говорили про Крим, де сьогодні в Криму можна будь-хто зайти на сайт Вікіпедії «Кримська світлиця» в вільному доступі і скачати будь-який номер в PDF-форматі і читати в онлайн, скажем так, PDF-формате газету «Крымскую светлицу». Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Щекун, главный редактор газеты «Крымская светлица». Мы продолжаем разговор, уже переходим разговор к тому, как сейчас выглядит крымское медиапространство. С 2014 года оно очень сильно изменилось. Я уже говорил о том, что фактически был прекращен сигнал трансляции украинских медиа на территорию Крымского полуострова сразу после захвата Крыма, но зачистка этого информационного пространства продолжилась и далее. За эти 6 лет Крым покинула несколько редакций независимых медиа, например, Черноморская телерадиокомпания, Крымский центр журналистских расследований, Крымское агентство новостей, телеканал АТР, первый крымско-татарский телеканал. И вот взамен этим изданиям, вот «Крымской светлице» мы только что говорили, вот взамен этим изданиям российская власть в Крыму создает другие медиа, да, например, вытеснили из Крыма Крымскую светлицу, создали сайт Переяславска-Рада 2.0. Вытеснили телеканал АТР, создали в Крыму телеканал Милет. Вот сейчас мы поговорим о том, насколько нынешнее, да, состояние крымского медиапространства вообще может отвечать информационным потребностям крымского общества. Поговорим о том, на какие темы пишут в Крыму, на какие темы в Крыму запрещено писать, да, какой информации в Крыму не смогут получить жители Крымского полуострова, которые пользуются вот этими официально разрешенными и созданными от имени российского руководства Крыма медиа. Мы продолжаем разговор, вы тоже можете к нему присоединиться, выразить свою точку зрения относительно того, как работают сейчас крымские средства массовой информации, удовлетворяют ли они ваши информационные запросы, говорят ли правду о том, что вы видите вокруг себя. 8 800 10 06 926, можете дозвониться к нам в эфир с территории Крыма по этому телефону. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Продолжаем мы разговор. С нами на связи Елена Голуб, эксперт Института массовой информации. Доброе утро. Добрый ранок. Итак, несколько слов о том, как изменилось крымское медиапространство за вот эти более чем уже 6 лет после того, как из Крыма были выдавлены, да, независимые средства массовой информации, украинские средства массовой информации, крымские средства массовой информации, и взамен вот некоторых, да, начали создаваться вот такие аналоги, да, вот сейчас я уже говорил, что газету «Крымская светлица», например, выдавили из Крыма, на ее месте сейчас вот создали Переяславскую Раду 2.0.
2.0, которую, это якобы украинское издание Крыма, его главный редактор, это член «Единой России» Анастасия Гритчина, создали телеканал «Милет» после того, как из Крыма выдавили телеканал АТР. Вот в том положении, в котором сейчас находится крымское информационное пространство, способно ли оно отвечать на те вопросы, которые интересуют общество? Ну, по-перше, треба, мабуть, зробити опитування, що на даний момент цікавить суспільство в Криму. Тоді варто говорити про те, чи відповідають запити на пропозицію, чи пропозиції на запити. Але однозначно варто зауважити, що, звичайно, змінилося інформаційний простір. Проте зазначу, що і до того, на жаль, Крим і за всі часи незалежності України він знаходився досить активно в інформаційному просторі Росії. Там було досить великий вплив російських засобів масової інформації, і я думаю, що причина, що трапилося, це є одна з тих, що Крим ніколи не виходив з цього інформаційного простору Росії. Стосовно того, які запити, яка пропозиція. Звичайно, що ні одна диктатура не дозволить розвитку незалежних медіа, тому що це дві речі, які абсолютно не поєднані між собою. Звичайно, що російській владі абсолютно не потрібні, не те, що не потрібні, вони абсолютно шкодять незалежні засоби масової інформації. Тому, звичайно, що якійсь частині населення, яка підтримує, можливо, ту владу, ці засоби масової інформації її задовольняють, та частина населення, яка хоче розвиватися, думати критично, сама робити висновки, однозначно їй тої інформації, яку вона отримує, є недостатньо. І ще, мабуть, одне зазначу, що важливо є, що якщо Крим ніколи не виходив з інформаційного поля Росії, то на даний момент, що зробила Росія, вона повністю вивела Крим з інформаційного поля України, тому що в кримських медіа наразі Україна практично відсутня. Хотелось бы еще о таком спросить, вот о качестве, да, контента, который распространяют в Крыму те средства массовой информации, которым дозволено там работать. Буквально 14 июля крымская правозащитная группа опубликовала результаты контент-анализа того, что публикуют крымские вот местные сайты относительно ситуации с пандемией коронавируса в Крыму. Были проанализированы публикации с апреля по июнь 2020 года, и результаты можно полностью посмотреть на сайте Крымской правозащитной группы, но если коротко, да, то в основном используется информация только из официальных источников. Если есть какие-то вот другие комментарии, но они довольно абсурдные. Например, Крым-24 брал комментарий по поводу коронавируса у симферопольского фокусника, да, нерелевантный эксперт обсуждаемой теме. Ну и, конечно же, ни разу фактически не ставилась под сомнение информация российских органов власти Крыма о том, что происходит с коронавирусом. Я напомню, что полный текст по результатам исследования можно прочитать на сайте Крымской правозащитной группы. Но вот что можно сказать об этой ситуации? Так, я бачила це дослідження, ознайомилася з ним. Дивіться, тут є дві сторони медалі насправді, тому що, звичайно, таку важливу інформацію, як про пандемію, насправді варто перевіряти в офіційних джерелах інформації. Це навіть як Інститут масової інформації ми радили українським ЗМІ. Якщо ви якось отримали інформацію, перевірте її там в Міністерстві охорони здоров'я або в незалежних експертів. Тобто те, що інформація була переважно з офіційних джерел,
Тут з одного боку ніби добре, бо це вважається як достовірне джерело, офіційне джерело. Але тут варто зауважити, наскільки достовірним є джерело офіційне в Криму російське, розумієте? І наскільки об'єктивну інформацію і чесно подавали ці джерела, офіційні, так би мовити, джерела інформації. Тут ЗМІ, вони безумовно мають подавати ту інформацію, що надають офіційні джерела інформації, тому що, де вони візьмуть іншу об'єктивну інформацію, якщо подумати. Ну вот смотрите, есть в этом исследовании Крымской правозащитной группы такой пример, что издание РИА Новости Крым опубликовало фотографии, которые мы, очевидно, прислали ФСБ, потому что источник там стоит погрануправления ФСБ, с административной линии по Крыму, и там было написано, что вот вообще никого нет на административной линии, и фотография вот пустого пункта пропуска, хотя правозащитники обращают внимание на то, что это на самом деле было не так, и тогда уже начались серьезные проблемы с пересечением административной линии для крымчан, для тех, кто имеет родственников в Крыму или недвижимость в Крыму. И сейчас эти проблемы сохраняются на самом деле, но крымские средства массовой информации эту ситуацию не освещают совершенно. Звичайно, треба перевіряти офіційні джерела інформації при можливості. Як для кримських ЗМІ, так і для українських ЗМІ, тому що, безумовно, і офіційні джерела іноді подають недостовірну інформацію. І, звичайно, що варто брати якусь альтернативну точку зору і подавати її в тому числі. Проте, наскільки це можливо в Криму, тут теж треба розуміти. Навіть для незалежної журналістики це може бути наразі навіть небезпечно проводити якісь подібні дослідження і подавати таку інформацію саме в Криму. Тому, звичайно, тут дві сторони медалі. З одного боку, люди не отримують достовірної і правдивої інформації, з іншого боку, здобути цю правдиву інформацію і її поширити в Криму є небезпечно для самого журналіста. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Елена Голуб, эксперт Института массовой информации. Говорили мы сегодня о том, как сегодня выглядит крымское медиапространство. Говорили о юбилее одной из старейших газет Крыма, газеты «Авдет», которая сыграла важную роль в возвращении крымско-татарского народа на крымскую землю и продолжает играть важную роль в жизни народа сегодня, спустя 30 лет после выхода первого номера в свет. Немного об этом мы тоже рассказали, о том, как эта история начиналась. Ну что ж, мы продолжаем эфир буквально через несколько секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин. У микрофона Катерина Некречева. У микрофона Катя. О чем поговорим далее? Сергей, еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Это радио Крым Реалии, 648 АМ. И далее мы поговорим о теме, которая, безусловно, потрясла в Украине очень многих. И на самом деле это еще одно напоминание о том, что война на Донбассе, она продолжается. К сожалению, вот убийство военного медика на Донбассе. Дело в том, что боевики российских гибридных сил 13 июля убили военного медика. Под Зайцевым это случилось. Произошло это, когда группа направлялась эвакуировать тело другого погибшего. Военные шли за телом погибшего командира взвода. Он 13 июля подорвался на мине во время выполнения боевого задания. На эвакуацию была отправлена группа из 9 человек, представители Украины в совместном центре контроля и координации, группы разминирования, группы сопровождения и медика. Вот группа была маркирована белыми касками и белыми повязками на жилетах, а вооруженные силы Украины получили гарантии тишины от российских гибридных сил
в период с 14:00 до 18:00. Однако начался мощный обстрел, во время которого и погиб медик. Вот что рассказала корреспондент Донбасс Реалии Ольга Амельнянчук об этом. На месте все время были слышны перестрелки из стрелецкой сброи, но жители Жованки говорят, что обострение началось где-то 2 недели назад. И если раньше боевики там обстреливали, вели обстрелы утром, например, и вечером, то сейчас они стреляют хаотично, могут стрелять в течение всего дня. И кроме стрелкотни есть еще и минометы. В общем, говорят люди, что 2 года не было таких сильных обстрелов, как сейчас. Исходя из опыта, боевики никогда быстро не отдавали тела погибших украинских военных. И по информации, которая имеется сейчас, у них находится как минимум одно тело. Это военный, который подорвался вчера, потом за ним вышла группа. Сейчас известно, что погиб медик. О судьбе еще одного сержанта ничего точно не известно. Он считается без вести пропавшим. По данным украинских военных, тело погибшего медика находится в серой зоне, а еще не у боевиков. И по какой причине они не отдают, неизвестно. Украинская сторона готова и хочет забрать, но, к сожалению, на данном этапе пока еще нет. Есть только предположения, они связаны с возможной эскалацией, с тем, что в сентябре Россия планирует внеочередные учения, которые обычно проходят весной, а в этом году будут осенью. И, возможно, это связано с этим, но точных данных нет, это только предположение. 14 июля прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства военного медика, который погиб под Зайцевым. Далее цитата. В результате обстрела убит старший сержант, боевой медик десантно-штурмовой роты, а заместитель начальника штаба получил травмы средней тяжести. Таким образом, прокуроры видят в действиях представителей незаконных вооруженных формирований Российской Федерации признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта. Конец цитаты. Офис президента Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика. По этому сообщению Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, а убийство украинского военного, который должен эвакуировать тело погибшего, назвал, цитата, очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Далее цитата слов Зеленского, я ее зачитаю. «Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории, Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков, Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену обещаниям той стороны». Конец цитаты. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хамчак и заместитель руководителя офиса президента Андрея Ермака Роман Машавец поехали в зону боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в офисе президента. Глава фракции «Слуга народа» и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что Украина может подать ноту протеста в связи с обстрелом группы военных. Он добавил, что по его данным военные части вблизи места события получили поручение перейти в режим повышенной боевой готовности. Государственную позицию на онлайн-брифинге озвучил также Дмитрий Кулеба, это министр иностранных дел Украины. Он сообщил, что убитый имел все знаки отличия, которые указывали на профессию военного врача. З юридичної точки зору у цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину. Вже сьогодні поінформуємо наших партнерів про те, що відбулося. І ми зробимо все для того, щоб ворог заплатив за цей злочин дорогу ціну. Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов говорит, что впервые за 6 лет войны слышит, чтобы во время согласованной эвакуации тела погибшего бойца было произведено нападение. Будет обострение ситуации на фронте. Это еще одна демонстрация российских провокаций и намерений России продолжать эскалацию военного конфликта. То, что президент молчит, а все такого рода вопросы решают министр, это просто непонимание вообще своих служебных обязанностей, политической реальности.
Также Юрий Бутусов убежден, что без решительной и четкой позиции Украины в этой трагедии невозможно будет добиться реакции международных партнеров. То, что произошло 13 июля в районе Зайцева, Михаил Самусть, это замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, называет откровенным военным преступлением. Эксперт рассказал радио «Донбасс Реалии», что, говоря о России, можно не ссылаться на общепринятую практику эвакуации тел погибших бойцов. По его мнению, Украине на Донбассе надо переходить к более агрессивным действиям. Михаил Самусь говорит, что сейчас российские гибридные силы обстреливают разведанные позиции ООС, а силы ООС потом отвечают на обстрелы. Но украинские войска расположены на своей территории, и Ордло – это тоже территория Украины. Поэтому, считает Михаил Самусь, по всем международным нормам и правилам Украина имеет право на любые действия для восстановления территориальной целостности и суверенитета. Росія ніколи не діє за правилами, Росія діє за правилом сильного. Якщо вони відчувають сили, вони вбивають українських солдат-офіцерів в Іловайську. Згадайте, там також було домовлено. Тобто, якщо російський снайпер вбив одного українського солдата, то український Байрактар, ударний безпілотник, або кілька їх має піднятися і відпрацювати, наприклад, побачити зберігання техніки. Це не буде порушення мінських домовленостей, насправді. Тому що в мінських домовленостях про дії безпілотників нічого не написано. Украина будет действовать в рамках международного законодательства, но вот Россия, говорит эксперт, не признает своего участия в боях на Донбассе. Поэтому, по мнению Михаила Самуся, надо делать так, чтобы россияне понесли ответственность. Журналисты «Радио Свобода» спросили народных депутатов Украины, что они думают об убийстве военного медика. Росія, як завжди, застосувала свій підлий прийом, продовжує в такий спосіб демонструвати своє небажання йти на припинення вогню. Я вважаю, що Росія повинна відчути, що порушувати домовленості не можна, відчути фізично. Я думаю, що президент відреагував в той спосіб, який вважав за потрібне. Просто можна в різний спосіб реагувати. Можна кожного разу робити заяву, виходити до журналістів, а можна зробити роботу і боляче вдарити за це Росію. Ми бачимо, що неможливо реалізувати мирний план якийсь по Донбасу, неможливо домовитися з терористами, щоб вони просто перестаєш стріляти і вони не перестануть стріляти. І вчорашній випадок, на жаль, дуже яскравий цьому приклад, тому що коли наші громадяни були в білих касках, тобто вони повністю були з дозволу ОБСЄ, з згоди тої сторони, висувалися для того, щоб забрати людину, на жаль, терористи і сепаратисти знову не виконали своїх обіцянок. Я вважаю це загостренням, причому серйозно. Це був зухвалий воєнний злочин проти України і вбивство російським окупантам. Тому міжнародна відповідальність через такий важкий воєнний злочин одразу має бути поставлена руба ким? Україною. Чого відмовчуєтесь всі? Скільки міністрів у нас? Міністр оборони, міністр закордонних справ, віце-прем'єри, прем'єр-міністр. Настав час професійно діяти і не боятися діяти. Української влади справа негайно ініціювати і тимчасову групу контактну, і друге в нормандському форматі зустріч або глав держав, або хто їх представляє, зовнішньополітичні і оборонні радники. Для того, щоб перше Україна представила причини загострення, докази і найголовніше, ми маємо вимагати припинити вбивати наших захисників. Те, що вчора сталося, це реально неприпустимо як з військової точки зору, так і цивільної, медичної і взагалі міжнародного права, коли медик іде рятувати життя або забирати вже загиблого бійця і при цьому попадає в засідку. Ну, це, мабуть, я не знаю, хто там був, хто цим керував, зверх підлості. І Росія багато чого ховає, не признає міжнародного права, і тому про щось заявляти, я думаю, їх тільки силою потрібно повертати в ракурс міжнародного права і показувати їм, що вони повинні його притримуватись. Тому що прості переговори, як ми бачимо, вони на них не діють. Якщо вони так зробили, ми повинні у відповідь не так підступно, але в рамках ведення бойових дій їм показувати, що вони будуть за все відповідати. Напомню, что это были мнения для журналистов «Радио Свобода», озвученные народными депутатами, в данном случае Ириной Верещук, Яной Зинкевич, Валентином Наливайченко и Романом Костенко. Ну вот и, конечно, такая тема тяжелая, безусловно, для начала дня, но необходимо знать о том, что происходит, как это происходит, какие нюансы, детали. Вы видите, что агрессия соседней России на территории Украины продолжается, и это достаточно болезненная тема для всей страны. И что хочется сказать, дорогие наши слушатели, оставайтесь с радио Крым Реалии на 648 АМ, потому что для вас мы, конечно, делаем крымские темы, вот с понедельника по пятницу
пятницу вы знаете, что каждое утро практически, только есть небольшие исключения, Сергей Макрушин с вами в 8:00 говорит об очень важных темах, важных для Крыма. И вечером с 18:00 Елена Римовская и все наши другие коллеги говорят с вами о том, что происходит в Крыму, о международной повестке. И также вы можете всегда нам звонить. 8 800 10 06 926. Во время эфира звоните, принимайте участие в эфире. В другое же время звоните по этому номеру, оставляйте свои аудиосообщения на наш автоответчик, рассказывайте о своих проблемах. Звоните нам, пишите нам на редакционную почту через форму обратной связи. Мы обязательно сделаем так, чтобы вас услышали в Крыму. Звоните и пишите нас, когда вы видите, что в Крыму никто не обращает внимания на проблемы, которые вас волнуют. Мы всегда открыты для общения с вами. А это радио Крым Реалии. Катя Некреча и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Пока!